Her bir hujabikening o'z siri, o'z liniyasi. Garmoniyada bo'l. Yoqtiliqqa umtul. Palitra bilan o'yna. Yangilik izla. O'z liniyangni sayla. Traditsiyalarni saqla. Ko'kmara, ishonchli, sifatli, yoqti, turli tusli. Vaqt bilan sinalgan sovut sava. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». В эти дни вся страна празднует великую дату – 70 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. И сегодня у нас в гостях уважаемый ветеран Великой Отечественной войны Рашида Харисовна Галеева. Встречаем! И сами Рашида Харисовна. Здравствуйте, сами. Большое спасибо, что нашли время и пришли к нам на кухню. Во-первых, я от всей души вас искренне поздравляю с этим великим праздником. И говорю от всех нас, жителей Татарстана и России, Бигзур Ахмед, большое спасибо. Мы помним эту победу, мы ценим ваш труд. И вот низкий поклон вам, Бигзур Ахмед. Рашида Харисовна Галеева, ветеран Великой Отечественной войны, фельдшер, член клуба «Боевые подруги». Рашида Харисовна родилась в 23 году в деревне Подлесная Шантала. Родители работали в колхозе. В семье было 7 детей. После школы в 1939 году поступила в Чистопольское фельдшерское училище. А в августе 1941-го ее призвали в армию. Служила в действующей армии фельдшером 2-го стрелкового батальона 106-й стрелковой дивизии. Прошла всю войну. В 1946 году Рашида Харисовна демобилизовалась из армии, а в 1949-м вышла замуж за друга детства Загира. Жили они на Дальнем Востоке, Сахалине. С 1973 года семья Рашиды Харисовны переехала в Казань, где она начала работать в поликлинике. А сейчас Рашида Харисовна является членом клуба «Боевые подруги», занимается общественной работой. Ну и сегодня для всех ветеранов и для всей нашей страны мы будем с вами готовить 2 вкусных блюда. Итак, первое из них какое? Яблочный пирог. Яблочный пирог? Начинаем! Итак, мы начинаем готовить первое блюдо – яблочный пирог. Рашида Харисовна, дайте мне, пожалуйста, задание. Я знаю, в начинке, естественно, там будут яблоки. Вы режете яблоки только. Так, с удовольствием. А я тесто буду раскатывать. Так, пожалуйста. Тесто у нас сегодня дрожжевое. Так. И мы начинаем. Рашида Харисовна, расскажите нам, пожалуйста, о себе. Откуда вы родом, в какой семье родились? Я родилась в Подлесной Шантала, Белярского района, Татарской ССР. У нас было 7 человек детей. Мать, отец, они работали в колхозе. Ага. Отец плотник. Ну, конечно, большая семья. Мы жили с трудностями, в трудных условиях росли. Но родители очень старались, чтобы мы были обеспечены, одеты, обуты, накормлены. Хоть в тяжелых условиях все равно дали возможность учиться. А вот почему выбрали профессию вот медсестры, фельдшера? Вот нас, я почему выбрала... У нас в сельской местности не было врачей, плохо обслуживали еще, медработников не было. Не хватало, значит, да? Да, и мне хотелось научиться помочь людям. У нас в селе не было средней школы. После 4 класса мы 15 километров ходили в Большие Тиганы нашего же района. В соседнюю деревню ходили учиться? Да, Большие Тиганы в деревне. Там 7 классов закончили. После 7 классов я поехала в Чистополь, поступила в медицинской фельдшер-акушерской школу. А родители не были против? Они поддержали? Нет, не были против. Хоть было трудно, все равно им тоже хотелось, чтобы дети научились. Был брат, тоже там же учился.
Конечно, семья большая, сразу 2 детей учить далеко от своего дома. Было трудно. Мать говорила, дочери можно вроде не учиться, пусть брат учится. Но отец был против. Вроде я последнюю одежду продам, но дочь должна учиться. Так, мне сковородка теперь надо. Так, секундочку. Ну вот, когда война началась, это 22-го, еще помазать надо чем-то. Так, Да. сейчас мы смажем сковороду растительным маслом немножечко. Хватит? Достаточно? Ага, хватит. Война началась 22-го, мы 23-го последний экзамен сдавали. И нас отпустили по районам. Мы все поехали, закончив школу, Фельдшак уже школу, работать по районам. Я проработала 1,5 месяца в Белярском районе в поликлинике. И нас 27 августа 1941 года нас мобилизовали 4 девочек. Через 2 месяца после начала войны уже отправили вас на фронт. В то время это уже война началась, уже война идет, а нас призвали в армию. Я сразу попала в Суслонгер, это Марийские леса. Там готовили для фронта солдат. Я там с 3 месяца всего побыла, и меня потом перевели в резерв медицинских работников. И оттуда я уехала в декабре месяце, а в начале 1942 года направили воинскую часть 106-ю стрелковую дивизию, 2-й батальон фельдшером батальона. А не было вам страшно, не хотелось вот все-таки вернуться опять к родителям и быть в тылу? Нет. Все-таки ведь война – это не женское дело. Нет, почему-то не было такое ощущение. То есть хотелось помогать людям? Помогать людям, хотелось работать, продолжать свою работу. Даже вот ни разу об этом не думали. Рашида Харисовна, яблочки у нас готовы. Вот сейчас я их буду. Так, давайте я помогу вам. Ага. Так, бисмилля рахман рахим. Все как и у вас дома. Все красиво. Так, все перекладываем или хватит? Хватит, Хватит, да? хватит. Но с этими остатками яблок, кстати, можно вкусно попить чай. Ни разу не пробовали свежие яблоки заварить с чаем. Вкусно, полезно и быстро. Очень. Так. И сейчас нам остается добавить сахарный песок. Сахар. Еще немного. Сахар, песок, да. Так. Потом масло. Давайте я закончу с этим. И нам остается еще доделать крышечку. Или будем делать. Рашида Харисовна, Ага. я, во-первых, хочу всем нашим зрителям сказать, что ваш супруг тоже участник Великой Отечественной войны, и вы с ним вместе уже 67 лет. Здесь, мне кажется, надо поаплодировать. Вот я знаю, что он вас лично провожал на фронт. Расскажите, какие эмоции были? Не было желания его с собой забрать? С 1 класса 7 месяцев закончили. Далее я в Чистополе в школу поступила, в Пельша-Куширскую, а он продолжал учиться в 10 классе. Они меня провожали. Моя подруга была тоже в Казани, работала, фельдшер по образованию в госпитале. И они меня провожали. Конечно, тяжело было расставаться, но тогда чувствовали, мы уже были комсомольцами, чувствовали, что это мы должны участвовать в этой войне. Должны защищать свою родину. Да, знали, что медработниками там очень нужны. Вот этим чувством мы ехали на фронт. Но он служил на Дальнем Востоке, я знаю. Он учился с 42 по 44 год, тоже военное училище закончил. Потом служил на границе, на Дальнем Востоке, Хабаровский край, Приморский, далее на Сахалине. Ну а как так получилось, что вот после войны и вы вернулись на родину, там не остались работать, и он вернулся, и свадьбу как сыграли? Расскажите, пожалуйста. В 48 году он приехал, даже в 47-м, когда он в отпуск приехал, ну, у нас продолжалось хорошие отношения друг к другу. Далее мы поженились. Как говорится, для настоящей любви Итак, нет на никаких Дальнем преград. Востоке. Ага. На Дальнем Востоке я работала, он служил. Вырастили детей. Сколько детей у вас? 3 детей. 3. Сын
51 года и 2 девочки 57 года, близнецы. Близняшки? Да. 5 внуков, правнук есть. Мы богаты. Здесь остается только поаплодировать. Так, крышечка у нас готова. И мы сейчас... Масло я положил. Положили. Масла, я думаю, достаточно. Достаточно. Так. Ждем? Достаточно. Манкой посыпать. А, еще манку? Манку, ага. Так. Хороший у вас интересный рецепт. Так. Немножечко. Чуть-чуть, да? Это чтобы не потекло. Так, закрываем крышкой. Ага, закрывать. Рашида Харисовна, раз мы сегодня готовим блюда, вы расскажите, какие блюда были на фронте? Вы все-таки 5 лет были прям в самом центре войны. Щи, супы, каша. А других не было продуктов. Ну, иногда, может, тушили капусты. А были все-таки проблемы с едой? Были такие дни, когда вообще не ели? Еды было достаточно. Во время наступления, может быть, была немножко задержка. Ждали, когда вечера, немножко, чтобы темно было, как можно подвести солдатам. Мы шли походом, строем. За нами шла кухня, которая котлы пристроены к телеге. То есть все это готовилось прямо там, на поле? Солдат шел, а обед тоже шел сзади. Были и в окружении, так вообще. Вы еще и в окружении были? И в окружении были. Тогда мы же не ели. А как в окружение попали? Сколько дней были в окружении? В окружении были в 43-м году Украина, когда вот шли наступления, быстро шли все фронты одновременно. Ну а потом сказали, мы в окружении. Транспорт у нас было 3 подводы, в которые мы возили раненых. И 1 подвода была с медикаментами, шиной, перевязочный материал. Машин не было, конечно. Были трудности с транспортом. Но нам было разрешено медработникам останавливать любой транспорт, который шел в тыл, и грузить раненых. Вы можете вспомнить, сколько вы жизней спасли солдат? Я знаю один случай, когда вы за один бой спасли 120 бойцов. Расскажите, пожалуйста, вспомните, как это было. Это было в сентябре 43-го года. Все же наступления были. Был укрепленный пункт. Наши сильно дрались. Атаковали и не могли? Да, за этот укрепленный пункт сильные бои были. Вот тогда было у нас много раненых. Мы расположились в таком разрушенном доме, и мне пришлось одному, это офицер, командир батальона, его фамилия был Артемьев, нас с окружения выводил весной в 43-м году. Он был тяжело ранен, я его вытащила на плащ-палатке ползком. Ну а там же пули были, там же стреляли по вам? Стреляли, просто голову нельзя поднимать. И снаряды рвутся, пули летят, иногда и самолеты тоже бомбят. И вот когда даже одна шла на передовой командный пункт, чтобы оформить, как больничные листы назывались, карточка передового района. Для одной молоденькой, худенькой девочки они 3 снаряда минометные пустили. Вот они летят, я слышу, ложусь, взорваться, мина разлетела, осколки по всем сторонам. Фу, я осталась жива. Я встаю, ищу еду. И не догадываюсь, это по мне. Тогда уже, когда 3-й снаряд разорвался, я догадалась, что это больше никого нет. На поле я одна. Я потом уже ползла. Мне кажется, молитвы ваших родителей были с вами и спасли вас. Да, меня отругали в командиры. Ты что же не видишь, по тебя стреляют, а ты идешь. Так, нам еще осталось маслом смазать. Еще был один случай. Однажды с 3 ранеными шла я провожать их до станции. Самолеты. Мистер Шмидт, которые спускались они до земли, они с пулемета строчили. Пока самолет летит на поворот, мы бежим. Опять появляется мы
Вы к Уже земле. опять к земле прижимаемся. Поэтому они за каждым человеком, за каждой повозкой гнались. Было очень трудно То есть и очень страшно. Не было разницы, идет обычный военный или раненый, или медсестра, или ребенок. Они не считались ни с чем. Страшно? Да, очень было страшно. Особенно первый год было очень страшно. Мы продолжим обязательно после небольшой паузы. Ну а сейчас мы отправляем наше первое блюдо, яблочный пирог, в духовку. Сколько минут мы готовим его? Я держу 40-45 минут. На 40-45 минут. Алма бәлеші. Яблоки нарезали дольками. Тесто разделили на части в соотношении 1 к 2 и раскатали. На дно сковороды, смазанной растительным маслом, выложили большой пласт теста, донышко бәлеша и заполнили его яблоками. Добавили сахарный песок, кусочки сливочного масла и присыпали начинку манной крупой. Накрыли бәлеш крышечкой и залепили края. Смазали растительным маслом. Выпекали в духовке 40 минут. Дорогие друзья, кулинарное шоу «Секреты татарской кухни» продолжается. И сегодня мы говорим о Великой Отечественной войне вместе с ветераном Рашидой Харисовной. Рашида Харисовна, я вас еще раз искренне поздравляю с такой замечательной датой – 70 лет со Дня Победы. Спасибо, спасибо. Наш яблочный пирог, блюдо номер 1 у нас в духовочке. И я предлагаю приготовить быстренько блюдо номер 2 – пирожки с грибами. Давайте сделаем. Если вы мне, конечно, поможете. Спасибо. Для этого мы используем дрожжевое тесто, слоеное дрожжевое тесто. Я прошу вас его разрезать на несколько кусочков. Я сейчас мелко порежу лук, потом шампиньоны. Все это обжарю на растительном масле, и начинка будет готова. Начинаем? Начинаем. Итак, сейчас сковородочку я поставлю греться. Рашида Харисовна, вы сегодня к нам на кухню зашли в красивом военном кителе, который увешан медалями, которых у вас много, которые вы заслужили. А вот вы помните свою первую награду? Да, я помню. Помню хорошо, помню первую медаль. Это за боевые заслуги, когда я служила 106-й стрелковой бригады фельдшером 2-го батальона. Вот. Кто вам вручал Мы ее? были в окружении 43-й год. Вот. Когда вышли с окружения, с боями вы прорвались к своим. У меня тоже были раненые, которых вывезла, медикаменты сохранила. И меня тоже наградили. А вот медработники, например, которые были с вами в то время, вы с ними связь держите или, может, с военными? У меня с подругами, с которыми были, нету связи. Так как мы как-то не думали о том, что мы еще будем жить, нам все это пригодится. Не нашла я никого своих. А вот сейчас мы встречаемся, участницы войны. Такую же участь, такую же трудности перенесли. Встречаемся, праздники отмечаем, помогаем друг другу в трудную минуту. Ходим в школу, ходим в интернаты. Вы рассказываете, как проходили военные действия? Да, я очень люблю детей, и они тоже очень внимательно к нам относятся. Рашида Харисовна, сейчас у нас грибочки готовы, я их обжарю. Ага, И совсем скоро мы с вами сможем уже лепить наши пирожки. да. Так. Рашида Харисовна, а вот кроме вас, кто-то из вашей семьи принимал участие в военных действиях? Да, На фронт брат. отправили? Брат 25-го года рождения служил, в 42-м году его призвали, он в 43-м году погиб. Брат погиб, Младший брат. младший брат. Отец тоже в 42-м году его в трудовой фронт призвали в Казани на 22-м заводе. А мать была всю войну, 4 детей маленьких, одна. Было ей очень трудно, но она выдержала, молодец. Родители были очень достойные, очень работящие. Такие же, как и вы. Да. Итак, сейчас мы обжарим до конца начинку и будем делать наши пирожки. Рашида Харисовна, мы готовы к тому, чтобы формировать наши пирожки. Тесто раскатано, начинка готова. Давайте я помогу вам. Ага. Так, бисмилляхи рахмани рахим. Давайте с этого начнем.
Достаточно, думаю? Ага. Так, отлично. Сейчас. Ну, я, конечно, один попробую сам сделать, пусть будет вот этот вот. Расскажите мне, пожалуйста, как вы встретили 9 мая? Вы где в это время находились и кто вам, самое главное, сообщил о победе? Ну, мы уже ждали этого дня, долго ждали, целых 4 года. Когда объявили, мы и радовались, и плакали от радости, и прыгали, и обнимались, ура кричали. С другой стороны, было жалко наших товарищей, наших всех сослуживцев, которые не дожились до этого дня. Так и песня, как есть, с слезами на глазах. Это было, знаете, это очень трудно. Здесь остается только сказать большое спасибо вам и всем, кто был в тылу, всем, кто защищал нашу Родину и кто спасал жизни солдат. Спасибо. Рашида Харисовна, благодаря вашему старанию наши пирожки готовы к отправке в духовочку. Сейчас мы немножечко маслица добавим и можно уже все это переместить. Пирожки мы готовим, ну, примерно 15-20 минут. Начинка уже готова, поэтому остается подождать, когда приготовится тесто. Так, очень красиво получилось, Бикматур. Сразу видно, что Рашида Харисовна готовит и до сих пор. Вы готовите, кстати, своим внукам, детям? Готовлю. Какое любимое ваше блюдо, которое вы готовите для своих внуков? Голубцы, пельмени, пироги. И все это в 92 года. Берите пример. Отправляем пирожки в духовочку, и после небольшой паузы мы будем пробовать оба блюда. Гембале сумса. Шампиньоны и репчатый лук нарезали и обжарили на растительном масле. Готовое дрожжевое слоеное тесто нарезали на квадраты, немного раскатали, заполнили начинкой. Сформировали пирожки и отправили их в духовку на 20 минут. Дорогие друзья, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои любимые блюда, фотографируйте их и делитесь своими кулинарными секретами. Рашида Харисовна, все у нас готово для того, чтобы попробовать наши блюда. А готовили мы сегодня алма беляши хэм гембе сумса. Бисмилля рахман рахим. Бисмилля рахман рахим. Попробуем сначала яблочный пирог. Так. О, как понравилось. Очень вкусно. Я с детства люблю яблочный пирог, который готовила мне моя бабушка. Бикзир Ахмед. Ну а сейчас пробуем пирожки гембе сумса. Еще лучше. Здесь уже комплимент для меня еще лучше. Еще лучше. Но это потому, что у нас сегодня была достойная компания Сизгай Бикзир Ахмед. Оба блюда получились исключительно благодаря вашей помощи и старанию. Рахмет. Рашида Харисовна, у нас есть приятная традиция. Мы дарим подарки в конце нашей программы. От нашего партнера Кукмарского завода металлопосуды вы получаете чудо-сковороду. Экологическая безопасность, яркий дизайн, долговечность. 3 главных критерия посуды Кукмара. Оригинальное цветовое решение сочетается с простотой ухода, а антипригарное покрытие обладает повышенной прочностью. Уважаемая Рашида Харисовна, большое вам спасибо за то, что вы нашли время и пришли к нам на программу. И, конечно же, спасибо за победу. Я вручаю с удовольствием вам цветы, символ победы, красные гвоздики. Ну и по традиции вкусный чак-чак, конфеты. Спасибо. Аллах Бриса, придете домой и со своими внуками, детьми, всей семьей попьете вкусный чай. Спасибо. Я поздравляю всех ветеранов с 70-летием Дня Победы. Желаю здоровья, самого хорошего, долгих лет жизни. Мы, конечно же, присоединяемся ко всем поздравлениям. Еще раз спасибо всем, кто был в тылу, кто был на фронте, за великую победу. Любим, помним и ценим. Ветеран Великой Отечественной войны Рашида Харисовна готовилась сегодня с нами. Большое спасибо, до новых встреч. Спасибо.